12 крупнейших вузов России приехали в республику на международную межвузовскую образовательную выставку. Технические, гуманитарные, медицинские. Выбор направлений для абитуриентов разнообразен. На открытии выставки посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что подобное мероприятие обязательно принесет пользу абхазской молодежи. Мы желаем этому мероприятию всяческих успехов и особенно надеемся, что выставка, это мероприятие будет очень полезно абхазской молодежи, у которых будет прекрасная возможность ознакомиться с возможностями российских вузов и выбрать для себя конкретный вуз и конкретную специальность. Абитуриентов из Абхазии готовы принять такие университеты России, как Московский автомобильно-дорожный технический университет, Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна, Российский гуманитарный университет и Экономический университет имени Плеханова. В рамках выставки пройдут мероприятия не только для учащихся, но и для преподавателей Абхазии. Здесь у нас представлен технологический университет из города Королева. Это предприятие Роскосмоса. И я думаю, что они познакомят преподавателей с современными методами ведения образовательного процесса, используя компьютерные технологии. У нас здесь представлен Московский автомобильно-дорожный институт, который сможет и сегодня презентовать свою работу и сможет, кроме этого, еще не в рамках уже выставки, а на полях выставки 4 и 5 ноября провести презентацию для учащихся школ Сухума и Гудаута и познакомиться со своей работой. Дмитрий Федотов также анонсировал проведение в Сухуме международной олимпиады для поступающих в финансовый университет при правительстве России, победителям которой предоставится право быть зачисленным в вуз на бюджетные места по квоте. Олимпиада состоится 2 ноября. Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба отметил всю важность выбора профессий для молодых людей и подчеркнул, что республике нужны квалифицированные кадры. Дерзайте, учитесь. Будущее Абхазии в ваших руках. Скоро вам предстоит решать важные задачи, стоящие перед нашей страной. Поэтому нам нужны хорошо образованные молодые люди. Даур Кова, министр культуры Абхазии, выразил благодарность Дому Москвы, Россотрудничеству и представителям вузов, которые приехали в Абхазию, и пожелал успеха всем учащимся. Действительно такой уникальный шанс для нашей молодежи, которая здесь присутствует и еще в течение этих 3 дней будут сюда приходить, когда появляется возможность выбора, посмотреть, осознать, понять, что будет лучше. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия отдельно подчеркнул всю важность проведения межвузовской выставки, благодаря которой абитуриенты из Абхазии смогут, не выезжая за пределы республики, ознакомиться с программами вузов России и выбрать будущую профессию. Такой формат очень полезный для ее абитуриентов и для представителей вузов, поэтому мы только поддерживаем этот формат. Благодарю Россотрудничество как организатора, и мы как партнеры будем обязательно содействовать межвузовскому общению. Государство – это в первую очередь человеческий ресурс. Инал Габлия также отметил, что Абхазии необходимы профессиональные и квалифицированные кадры. Подобные мероприятия значительно помогают в данном вопросе. Это специалисты, которые будут возрождать и строить нашу экономику. Это инженеры, IT-специалисты. Мы активно сейчас развиваем сотрудничество с федеральной территорией Сириус. Как вы уже знаете, мы уже несколько лет отправляем туда своих студентов. У нас есть партнеры в МАДИ, один из ведущих вузов в автомобильно-дорожном строительстве. Поэтому мы активно содействуем тому, чтобы наши ребята получали лучшее образование на территории Российской Федерации. После официальной части мероприятия для присутствующих выступил детский танцевальный ансамбль «Кудры» и победительница конкурса «Молодые голоса» Мария Истомина. А в завершении торжественного открытия Михаил Шургалин, Дмитрий Федотов и Инал Габлия перерезали красную ленточку. Организаторами выставки выступают представительство Россотрудничества в Абхазии, посольство Российской Федерации в Республике Абхазия, Министерство просвещения и языковой политики и Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы». Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.